Здравствуйте! В государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. На встрече с военнослужащими Югостинского батальона миротворческих сил в День миротворца Анатолий Бибилов сообщил им долгожданную новость о денежных выплатах. Соответствующее решение было принято руководством Российской Федерации. И уже с января 2021 года участники миротворческой миссии с югостинской стороны начнут получать выплаты. Роза Тедеева с подробностями. Ветераны операции по установлению и поддержанию мира с 2021 года начнут получать выплаты, решение которого ждали с момента завершения миротворческой миссии на территории Южной Осетии. 14 июля исполнилось 28 лет с ввода миротворческого контингента в зону грузино-остинского конфликта. Установившийся мир продлился 16 лет именно благодаря воинам в голубых касках. Уникальная по своему формату операция завершилась в 2008 году. Российский контингент был выведен, а югостинский батальон в 2009 году расформирован, а установление специальных выплат ветеранам боевых действий затянулось на долгие 11 лет. Этого события наши ветераны ждали давно. Ежемесячные денежные выплаты – это, конечно же, поддержка, в жизни им будет легче. Хотелось бы от имени ветеранов-миротворцев поблагодарить всех, кто работал над решением вопроса. Мы благодарны президентам Южной Осетии и Российской Федерации за то, что ветераны не забыты. В канун празднования Дня ввода миротворческих сил в Южную Осетию решение о начале денежных выплат принял президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом глава государства Анатолий Бибилов сообщил во время встречи с сослуживцами. Ветераны миротворческих сил будут получать ежемесячные надбавки к пенсиям и заработной плате. Значит, эти денежные выплаты начнутся 1 января 2021 года. Кто проходил службу от 1 года до 10 лет в календарном исчислении в размере 3062 рублей в месяц, кто проходил службу более 10 лет 4593 рубля. Сообщение президента было воспринято ветеранами-миротворцами с радостью. Все эти финансовые средства будут выделяться через пенсионный фонд. Я думаю, что это серьезное решение. И каждый из нас уверен, что нас не забывают, ценят и будут все делать для того, чтобы в дальнейшем еще больше внимания оказывать. Глава государства во время встречи выразил надежду, что с учетом изменений в финансовой сфере эти денежные выплаты будут увеличиваться. Роза Тедеева, Альдина Чехоева, Рауль Кочьев. Информационный выпуск сегодня. Кабинет министров внес корректировки в реализацию инвестиционной программы содействия развитию Республики Южная Осетия на 2018-2019 годы. В соответствии с решением сопредседателей МПК по соцэконом-сотрудничеству между Россией и Южной Осетией определен источник финансирования строительства объекта автомобильная дорога Куфтак-Вайса, третий этап. В 2019 году эти средства были предусмотрены на финансирование проекта развития реального сектора экономики и туризма. Теперь же принято решение направить их на строительство дороги. Суть распоряжения в том, что решение сопредседателей межправительственной комиссии предполагает внесение корректировок в инвестиционные программы 18-19 и 20-22 годов. И в соответствии с тем, что эти корректировки произошли, изменился чуть-чуть порядок объектов в таблице 18-19 годов. То есть, если до этого казначейство в соответствии с предыдущим распоряжением отпускало деньги по пункту 16.1 автомобильная дорога Куфтак-Вайса, то теперь этот пункт 24. То есть то, что мы предлагаем, на что мы предлагаем принять распоряжение, чтобы этот пункт был под номером 24. Автомобильная дорога Куфтак-Вайса, третий этап.
Жрия, Ноккау, Лехтекау, Андисниня. Во всех этих селах Дзавского района ведутся дорожные работы. Из-за значительных дефектов дорожного полотна в села сложно было доехать. Ремонтные работы начались несколько дней назад. Анжела Кукоева передает из Дзавского района. Работы по ремонту дороги протяженностью почти 2 километра в селе Нинине Адзавского района завершены. В непогоду по ней невозможно было пройти даже пешком. В этом году администрация района внесла ее в план работ ЖКХ. За короткое время коммунальщики расширили и выровняли дорогу, сделали отсыпку скальной породой. Сотрудники ЖКХ района выровняли в первую очередь труднопроходимые участки, сделали отсыпку, и теперь по этой дороге может проехать любой вид транспорта. Кроме того, привели в порядок дорогу на кладбище и в святилище Моргу. Сейчас в селе постоянно проживает только одна семья, но летом сюда съезжаются дачники. Выходцы из этого села уже услышали хорошую новость, и они намерены чаще приезжать в родное селение. В этой местности всегда выпадает много снега, транспортные сообщения зимой полностью отсутствует. Моя мать уже пожилая, и практически было невозможно получить неотложную медицинскую помощь. Хочу выразить слова благодарности руководству района, ведь эта дорога ведет не только в село Нине, но и в соседние села, и ее ремонт был крайне необходим. После благоустройства дороги в село Нине техника ЖКХ администрации Дзавского района была переброшена на участок дороги, который ведет в села Жрия, Ноккау, Лехтекау и Андис. Если погодные условия позволят, то работы на этом участке завершим в кратчайшие сроки. Глава района поставил перед собой задачу сделать дороги и провести воду и электричество даже в те села, где проживает хоть одна семья. Для того, чтобы закончить работы в кратчайшие сроки, есть все необходимое – техника и рабочая сила. В этом году администрация района внесла еще несколько дорог в перечень обязательных к восстановлению, заключил директор ГУП ЖКХ Дзавского района Тамерлан Схавребов. Анжела Кукоева, Арсен Гассиев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. За минувшие сутки в Южной Осетии не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 63 человека. Напомним, последние 2 положительных теста были выявлены 9 июля. Выявленные 2 пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в стационаре. А вот в Северной Осетии количество выявленных случаев заражения COVID-19 за последние сутки увеличилось на 17 и достигло 4320. К другим темам. К столетию геноцида остинского народа был проведен конкурс на лучшее сочинение. Тема геноцида остинского народа в 1920 году. Что я о нем знаю? Организатором выступила уполномоченный по правам ребенка Гульнара Кузаева при поддержке президента Анатолия Бибилова. Цель конкурса – увековечить трагедию геноцида остинского народа в памяти подрастающего поколения. В нем могли принять участие учащиеся в возрасте от 14 до 17 лет. Сегодня были объявлены итоги конкурса. Обо всем подробнее Марьяна Чеучива. Главным посылом конкурса было увековечение в памяти подрастающих поколений вопиющего зверства против человечества. Школьники в возрасте от 14 до 17 лет должны были расширить свои знания о событиях столетней давности и раскрыть при изложении свой творческий потенциал. С того времени прошел целый век, однако в памяти народной все еще живы отголоски этих кровавых событий, поставивших на грань выживания южную ветвь остинского народа. Невозможно передать словами весь ужас, все страдания, которые пришлось тогда пережить нашему народу. Давайте и мы почтим минутой молчания память жертв геноцида. Всего поступило 46 сочинений от учеников со всех школ республики, от Первой Цхинвальской до Балтинской. Все сочинения были оценены по достоинству, однако жюри выделили 3 безусловных победителей. Обладателем 3-го места стал Хугаев Сослан, 2-е место досталось Дзерановой Элине, 1-е место в конкурсе заняла Карина Сиукаева. Ее работа на осетинском языке единогласно была признана лучшей, а наградил победителей лично глава государства. На 1-е место вышла работа, которая единогласно была признана лучшей. Это сочинение на остинском языке Сиукаева и Карины из поселка Зал. Анатолий Бибилов поблагодарил юные таланты за ту ответственность и интерес, с которыми они подошли к делу, и выразил надежду, что в будущем кто-нибудь из них возьмется изучать события тех лет, ведь многое так и осталось неизученным.
Охамлен бнеки ваше десуд, ваше проблемоме. Кей сахар кутот, амианнер кеем борут, кеоте трагедиудис, ама шефедебет, шевазоржинепте, боевтой иронодем. Ама хаушер, авир копховартна рухкен, кенай, амия кеем борут, витхаем ждарштелузник. Шосозул шеве, унагеске, вазердае, охосте террордисо, эмбелуногесен, вевозростонагеске, орхскенот, виштопоттагум, аманождарштелузник. Смох, нофтеку загам, помелот шавитум, и насвалаттендер. Для награждения победителей в номинациях «Раскрытие темы и знание материала», «Наличие реальных фактов событий и содержательность», «Новизна, лучшая авторская позиция», «Смысловая и композиционная целостность», «Мастерство изложения и художественные приемы», «Эмоциональность текста» была приглашена министр образования и науки Наталья Гасиева. Разработан план мероприятий, как раз посвященных данной теме, столетию геноцида. И я думаю, у вас будет еще возможность осенью представить на конкурс эссе свои работы, на конкурсы рисунков, поучаствовать в тех мероприятиях, которые вам будут предлагаться в каждой школе в отдельности. Наша просьба к вам быть абсолютно активными, передать своим друзьям, привлечь их, потому что если мы забудем о геноциде, как сказал Анатолий Ильич, если мы забудем о том, что какое бремя легло на плечи наших дедов, прадедов, прапрадедов, то, поверьте, зло не забудет об этом и обязательно свою голову поднимет. Не дать этого, не позволить это сделать, конечно, зависит от вас в первую очередь. Все 46 участников конкурса были награждены памятными подарками и благодарственными письмами. Мероприятие завершилось традиционной фотосессией. Марианна Чочиева, Аида Кочиева, Алим Батеева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Готовится к открытию ежегодный этнолагерь, организованный Комитетом по молодежной политике. В нем смогут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 17 лет. Для них разработана специальная программа, куда входит готовка национальных блюд, изготовление различных изделий, знакомство с географией родного края. Как попасть в список участников и провести свое время с пользой, узнавала наш корреспондент Алена Уттаева. В рамках программы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения Комитет по молодежной политике организует палаточный этнолагерь с 10 по 17 августа. Цель проведения этнографического лагеря – приобщение молодежи к историческому наследию, знакомство с географией родного края. Предусмотрено проведение различных мероприятий. У молодежи будет возможность принять участие в мастер-классах по изготовлению национальных кукол, осетинских пирогов. Для ребят будут проведены различные интересные творческие мероприятия, мастер-класс по стрельбе из лука. Ребята смогут по-настоящему пострелять из лука. К работе лагеря будут привлечены наши ведущие специалисты в области истории, этнографии, географии, флоры и фауны и так далее. В этнолагере могут принять участие ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Желающие могут обратиться в Комитет по молодежной политике и заполнить заявку. Они должны прийти вместе с родителями в Комитет по молодежной политике и спорту по адресу улица Осетинская, 1 и заполнить заявку по установленному образцу. Он будет проводиться в Дзаусском районе, село Начрево. Там очень хороший воздух, очень красивое место и удобное расположение, потому что мы сможем посетить и озеро Коз, озеро Ирцу. Дзаусский район у нас очень богатый, там очень много исторических мест, достопримечательностей. И самые лучшие экскурсоводы будут для них проводить интересные и познавательные экскурсии. Будет организован только один поток. Но, по словам Валентины Гатикоевой, желающих принять участие в этнолагере много. Поэтому они постараются и найдут возможность забрать всех, чтобы еще больше ребят смогли провести свой досуг с пользой. Алена Уттаева, Заур Устаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Это пока все новости. Спасибо за внимание. До свидания.